В городе Тарас разгорелся серьезный спор между двумя компаниями – мини-НПЗ «Мунай-переработка» и птицефабрикой «Алель-Агро». Речь идет о безопасности еды и здоровья людей. Что же произошло? Птицефабрика «Алель-Агро» построила инкубатор, место, где выращивают цыплят, прямо рядом с нефтехранилищем. Расстояние между ними всего лишь 50 метров. Это меньше, чем расстояние, разрешенное по санитарным нормам. Почему это опасно? В нефтехранилищах находятся остатки нефти, от которых летом поднимаются вредные пары. Представители мини-НПЗ считают, что цыплята могут отравиться, и потом это же мясо попадет на столы людей. В этом году мини-НПЗ собирается снова начать работу, и тогда вредных испарений станет в разы больше. Если случится возможное отравление от употребления этой птицы, ответственность может лечь на обе компании. То, что это отравленные птенцы эти от выбросов у нас на территории там есть 1500 земных подземных хранилища у нас там. На 1500 тонн нефти. Везде есть остатки нефти. И когда температура нагревается, пары и вот это испарение, все это как бы в воздухе, оно летает. Вот она, это санитарная защитная зона. Последняя как 300 метров, она в радиусе 300 метров. Это все летает, представляете? Мы об этом опасаемся и думаем как бы об этом. Там у нас на территории подземные хранилища. Более 1500 тонн нефти. Потом вот вы видите, вот они, емкости для готовой продукции. Везде стоят воздушные клапана. То есть оттуда выходит в атмосферу бензол, толуол, спектр большой там. И это все яды, короче. Вот так вот. Мы опасаемся, что это будет травить их птенцов, потом этих птенцов люди будут кушать. Что же было раньше? В 2020 году Алель-Агро уже пыталась через суд отобрать часть земель у своего соседа, у мини-НПЗ, чтобы построить там мясокомбинат. Суд запретил это делать. Пищевое производство не должно быть так близко к мини-НПЗ. Тогда птицефабрика изменила проект и вместо мясокомбината открыла инкубатор. По словам представителей мини-НПЗ, разрешения были получены с нарушениями, а их предприятие вообще не учитывалось в документах. Что же это за компании? Мунай-переработка – это мини-НПЗ. Платит мало налогов, пока не работает, но готовится к перезапуску. А Алель-Агро – это крупная птицефабрика, зарабатывает миллиарды, входит в список самых крупных частных компаний страны. По данным из открытых источников, совладельцами компании являются Галымжан Есенов. По версии Forbes KZ, он входит в топ-20 богатейших бизнесменов Казахстана. И второй крупный акционер – небезызвестный Маргулан Сисимбаев. Что же происходит сейчас? О ситуации узнали депутаты, и теперь все обсуждается на госуровне. Судебные разбирательства продолжаются уже больше 5 лет. Накануне административный суд отказался рассматривать исковое заявление ТОО «Мунай-переработка» к Департаменту экологии Жамбылской области о признании незаконным заключения госэкспертизы на объект инкубатория, выданный данным департаментом. Представители мини-НПЗ с этим решением не согласны. Они утверждают о родственных связях. Дело в том, что на момент проведения экологической экспертизы начальник отдела был отцом человека, который подал эту заявку. То есть родственник, который занимал должность, мог влиять на принятие решений. У данного предприятия отсутствует санитарно-защитная зона. Они ее сами не получили. И самое главное, что органы знают, СЭС, об этом и не принимают мер. На что печально становится, допустим, мне. Там как будто отдельное государство у нас. В Жамбылской области. Потому что невозможно достучаться до государственных органов. Все вот это все доказательства. Вот такие доказательства уже были поданы один раз в Генеральную прокуратуру. Мы теперь второй раз пойдем. Теперь по закону уже Генеральная прокуратура, как бы имеются ответы областного прокуратуры, вот этого природоохранного прокурора, кому он перенаправил эти. То есть вот теперь пойдем второй раз. Кстати, накануне глава Департамента экологии по Жамбылской области был осужден, но отделался штрафом за взятку. Ранее экс-аким Жамбылской области был осужден на 12 лет. Кукрекбаева тогда признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Итог. Конфликт показывает, как интересы бизнеса могут противоречить требованиям безопасности. С одной стороны прибыль и рабочие места, с другой возможный риск для здоровья людей. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Теперь представители мини-НПЗ просят новое ведомство, службу по противодействию коррупции КНБРК, обратить внимание на эту ситуацию.